ҳамун қим мебурем ё ки шароитҳои вазмин ҳасте ҳамуда то бегара агар ина дуруст сер шуда ина кор нест ҳисоби хеле. Пандемия коронавируса в Таджикистане ударила по всем жителям страны, но в особенности по трудовым мигрантам. Только по официальным данным на заработки в Россию каждый год выезжало до полумиллиона таджикистанцев. В этом году из-за закрытых границ значительная их часть была вынуждена остаться на родине. Работы в Таджикистане почти нет, и семьи мигрантов оказались на грани выживания. Они вынуждены экономить даже на самых простых продуктах. Об этом говорится в репортаже, подготовленном журналистами настоящего времени. Большинство таких семей в Таджикистане убрали из рациона мясо с начала карантина, поскольку многие семьи жили на деньги своих мужей и сыновей, которые те высылали из трудовой миграции. Но из-за коронавируса и закрытых границ основной массе не удалось уехать на заработки. Жительница столицы по имени Саадат работает дворником, а ее супруг Абдусамат каждый день ходит на стихийный рынок труда в Душанбе, где иногда находит подработку. На эти деньги они каждый день и покупают еду. Обед зависит от того, сколько денег принесет сегодня домой мой муж. Если побольше заработает, покупаем что посытнее. Если нет, питание более скудное, сказала Саадат. А другая жительница по имени Сафара Гулнурова рассказала, что в России в трудовой миграции находятся 2 сына. Сейчас из-за пандемии оба сидят без работы. Сафара Гул говорит, что раньше сыновья присылали ей деньги и обеспечивали ее, своего нетрудоспособного брата, жен и 2 десятка детей в семье. Сейчас они не могут высылать деньги, и вся семья выживает на 2 пенсии. Их хватает только на хлеб и картофель. Сейчас мы очень экономим, даже на муке, хлебе и сахаре. Килограмм сахара стоит 10 самани, мешок муки 260, а у меня пенсия всего 120 самани, подсчитывает Нурова. Согласно исследованиям Всемирного банка, более 40% семей таджикистанцев в период пандемии сократили потребление продуктов питания. Сильнее всего пострадали семьи трудовых мигрантов. По мнению аналитиков банка, в стране стоит ждать роста общего уровня бедности, ведь бедные домохозяйства в Таджикистане гораздо больше зависят от денежных переводов, чем относительно обеспеченные.